Смерть Его окупила нас, кровь Его наше очищение. Иисуса славит Божий час. Иисус мост моя песня избавления, вечный Бога, всемогутный Господь мой, имя Ашута, шаго прагнула суление, не руку подам, шлях до неба показал. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами И с Духом Твоим. Подчас этой святой мши молюся за парафиям, для живых Божьего благословения, потребных ласкав, здоровья души и тела, навертания, а для померных радости життя вечного у Володарстве Небесным. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана, Бога нашего, как освятил в эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего Христу, и хай Ему допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Всемогутний і вічний Боже, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється кровицей життя і служить для очищення, были очищены так само наши души и отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованы в Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую крыницу Твоей ласки и оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрывать Твое славление праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и прозветует Евхаристичную хвалу, учинит нас годными брать удел у небесной гостини Его Володарства. Хвала на вышине Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який дареш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який дареш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Аминь. молимся. Боже наш Отче, Ты однаешь души верных в один кренью до неба, дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обещаний. Как вся разменливости этого света мы взносили наши сердце туды, где знойдем соправдную радость.
Праспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарит в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Шебу, керівнику палаца. «Я запхну тебе с места твоего и скину тебе с посады твоей. И станется у той день, что я покличу слугу моего Элиакима, сына Хилкия, опрану его у хитон твой, и пережу его пасом твоим, и уладу твою передам у руки ягоны. И стане он айцом для жихару Иерусалима и для дому Юды, и ускладу ключ дому Давида на плечи ягоны. И коли он отчинить, никто не зачинить, и коли зачинить, никто не отчинить. И убью его, як кол на твердом месте, и он станет троном славы для дому Отца своего». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю Тебя всем моим сердцем, бо почув Ты слово в устах моих. Переданю спеваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты пошел мне, повеличил моц моей души. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Узнесли Пан бачить покорного, а гонористого познає здалеку. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справы рук Твоих не покидай. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Читання послання святого апостола Павла та Римлянам. О, глибиня багаття і мудрості, і познання Бога, які неспостигальные присуди Його, і незведані шляхи Його. Бо хто спознав розум Пана, або хто був дорадцем Йогоним, або хто дав йому рані, как отримати зарплату, бо з Його, і праз Його, і для Його усього. Йому хвала навіки. Амен. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую костёл мой, и брамы
с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Matwieja. U той час прийшов Єсус у межі Цезарії Філіпової і питався у учнів своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого. І вони сказали, одні Яном Хрестителем, другі Іллею, а інші Єремією чи одним з пророків. І він каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр відказав, ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Єсус сказав йому отказ, щасливий ти, Симоня, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі це, а й Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его. И дам тебе ключи владарства небесного. И что свяжешь на земле, то и будет связано в небе. Что развяжешь на земле, то и будет развязано в небе. Тоді загадав учням своїм, как нікому не казали, що він Месія. Це слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Перше читання пророка Ісаї нам говорить о трьох знаках, вельми важливих для християнства, і так само у світлі Божого Слова Євангелія, яку ми сьогодні почули. Перший знак, так это одение, я обрану тебе у шатры. Где про это одение мы еще чуем, и чим оно з'являється, або образ шахой з'являється. Ми так само сьогодні виходимо в Божого, може прийдете його костюм. Може, ще ви вже надіємося на весілля, як нас хтось запросить, або ще на якісь там юбілеї, показатися, пристроїтися, пригоже виглядати, когось заімпонувати своїм виглядом. Це і є одні шатри, які нам дають пригожості доказівну. Але у сьогоднішнім Святим Писанні ми чуємо про другі шатри. Припомним приповесть о сыну марнотравным, который вертается до хаты, и батька перший, что зробить, не кормит сына, хоть той голодный уже, постился стойкий, уже так голод тебе, уже ем згнилую бульбу, не было важно что. Да что его не робить? Опранаявать худшей принесите мои шатры и опроните его. Та чим эти шатры з'являються? Як не годностью человека. Этой годностью шатры з'являються для нас християнами. Бо ми маємо християнство, якое ми приодеты подчас кросу. Это наше убрание шатры, они могут часами затираются, здесь протираются, здесь часами рвутся. И добрый способ мы сегодня приходим, как их проглядеть. У світлі Божого Слова. Не дякуючи моїм словам, а не те, що ми чуємо у Слові Божому. І дякуючи тому Слову Божому, яке ми почуємо, а може якийсь другий спосіб, ми попробуємо нашу дірку, яка там розривається, може стримати, щоб вона не рвалася більше. Бо в певному моменті знайдемо спосіб, який спосіб занатувати, щоб це шатри можна було доїздити. Християнство. От часами грехи їх розривають, часами родні справи розривають наше християнство. Часами вони десь затираються, бо ми на себе напоминаємо другие шатры сучасного света, что нам пропонує, які є виходи, які є годності, які є титули і так далі, і так далі. І ми десь забуваємо, що ми приоритеты, что тебе не важно быть детем Божьим, это великая годность. И она неизбываемая, она есть постоянная у каждого из нас. И про это шатры говорит не только что обрану, а и перележу. Памятаем в другие месяцы, Пан Иисус скажет до Петра, Петр, ты пока молодый сам ходишь, что хочешь. А теперь тем момент, что застараешься, тогда и я тебе перележу и поведу туда, куда ты не хочешь. Что такое перевязать пояс? Это перевязаться волей Божьей. Открыть на ново, припомнить, до чего я покликанный. И мимо того, что мне не тяжко, что мне это уже часами и не хочется, и нужно, это надоело, я и так повинен эту волю Божию в своем жизни шукать и ее выполнять. Как? Обрануться заправну устрой християнства. Наступний символ, який сьогодні прозвучав, це ключ. Ключ – незвичайна річ. Цей ключ так само сьогодні повторився так само у Святім Писанні, у Євангелії, де коли Пан Ісус каже до Петра, ти Петр, а Бога, і на це я побудую костел. Что свяжешь на земле, будет связано в небе. Что развяжешь на земле, будет развязано в небе. Вельми важная речь, які вчать сьогодні у дочиненні для нас, християнам, тому що ми віримо, що так само кожен з нас має ключ свого життя. І не тільки батьки тримають ключ своїх дітей малих,
калі яны слухаюцца, паказваюць, як паступаць, як не паступаць, што чыніць, ад чаго ўцякаць, гэты ключ жыцця. У пэўным моменце чалавек дарастае і сам распачынае сваё сэрца адчыняць. Чи на Пана Бога, чи проти Пана Бога, чи на добро гэтага света, чи наоборот, я буду чинить зло, чи буду всіх кахаць, чи буду всіх ненавидеть, чи буду жить для себе, и так далее, и так далее, и так далее. Можно было бы менять этим ключом, что я открываю сегодня у своем житті. И этот ключ, он вельми важный. И у ключ дому Давида на плечі його не ускладує. І говорить пророк Ісая, ключ чому? Він тяжкий ключ. Бо як виконати справді для того, що нам треба, і як відкривати наше серце тільки на добро, я на плечі тобі його складу. Що за ключ? Що з нас носить ключ на плечах? Ну, ні, тому що там золото, конечно, не купить, понимаешь? Там такие маленькие ключи, которые можно готовы были проглотить этот ключ, а только кто-то не знайшов это золото, какое там есть у нашего. Про другий ключ нашего життя ми помнили. І третій знак – це знак кол, який я заб'ю. Ну, я з вёски, тоді дома, коли там коров у нас на вёсці вже було менше і менше, то вже не треба було пасіться, було радість, ініціація. І для молоді потім, коли вже був молодим чоловіком. А вводилася корову, прив'язувалася кол, забивалася. І на вокруг там кола, там, чи на ланцюгу, чи на шнурку. Ходила і тягала за собою і не треба було заіграти, що разориться якусь шкоду. Коли вона вже об'їсть там траву, де вона в этой ниже ланцюга або шнурка, де вона ходить, перев'язувалася в другое місце. Так само і собака, забивалася два коли, натягувалася кусок дроту, и эта собака между этими колами бегала, и так само, как не наробила школу. Это чем для нас является кол? Мы так само маем кол. Кол – это то, что постоянно слышит. А вот что этот кол, пророк Исаия, который забит постоянности твоего життя, и он будет для тебя дома. Тяжкая справа сегодняшнее Слово Божие. Бог говорит, что то, что тебе сегодня не нравится, что может тебе сегодня тяжко дается, что уже может быть очень ты привыкла, что это для тебя будет избавление. Так що чи варто виконувати далі те, що мені сьогодні тяжко дається? Так само варто. Бо це збавить, чи я буду доброю жонкою, чи я буду добрим мужем, чи я добрим дітям буду, чи добрим внуком буду, доброй бабулей и так далее, и так далее, и так далее. Можно было бы менять. И читали мы так бегал на круг этого шнурка, может закопали себе по шее. Он же может здесь там натянулся, уже висит, тихо, а еще бегал на круг этого шнурка. Это вельми важно, вокруг этого кола нашего життя. Кол – это постоянность. И мы так само маем зауважить, что мы постоянно приходим в этот костюм, что неделю, и ничего в нашем житті не изменяется, нам так здається. Але ми ситимся, бо Бог все перев'язує наново наші рани, нашого життя. І коли, глядячи на образ этого слова, мы переходим до того, что было подаровано Святому Петру. Все, что свяжешь, будет связано. Все, что развяжешь, будет развязано. Ну, знаете, чому? Бо ким Петр з'являється? Як і тим, хто керує костюм. Не може костюм сам бути, не може човен сам бути. Потрібний другий чоловік. Коли ми возьмем, сядем на човен, до його прив'яжемо шнурок, і возьмем этот шнурок в свої руки, будемо тягнути, через човен буде тягнути стільки, скільки шнурка там пов'язано. А коли він закрутиться, а човен ніяк не знайдеться. Нам потрібний другий чоловік на березі, який буде тягнути этот шнурок, як этот човен рухався наперед. І гэтым, хто тягне човен нашого життя костюма, з'являється Святий Петр. Йому подарована эта влада. Чи пан Єсус заризикував в своїм житті? Він йому так ризикував. Чому? Бо пан Єсус відав, кому дає керувати костюмом. А Петр мог поступити і сказати, настав пан Єсус, що помер, що пішов до нього, сказав, а я дайте, що Святой Троиці нема, написано. Ну, сам що не було Святой Троиці, тому я не вірю, не хотів. Але пан Єсус заризикував проти Христа. И видел, что Петр, коли момент смерти Иисуса Христа, отречется от Иисуса Христа, видел про это? Они и так доверили ему Христу. Это знак для нас, как мы так само умели доверить свое життя. Потому что нам здається, що это костел, это церковь, что это Святое Писание, нам ничего не разумеет життя. Сегодня другий свет. Сегодня иначе разумеет. То есть, когда Степан пришел до одного из святого, поставил себе и сказал, бо коли Степан, эти были такие компьютеры, и в эти компьютеры треба было играть систем, там, как Windows, там, або Vista якусь, в эту Vista треба было играть программ антивирус, и другие программы, чем больше программ, тем больше можливостей в этой компьютера, а не думаю, что это все было такое пиратское. Можно было купить за гроши, это коштовало денег мало,
Але піратство у нас развивалося вельмі моцна, можна було ставити там якісь програми, і з гэтага ўсё карыстаць у гэтых праграмах. Дык вось, мы часамі так в нашым жыцці, мы таксама часамі граем такую якусь праграму непатрэбную, якая дзесьці нам наш камп'ютер жыцця дзесьці нам перашкаджае муліць яго, перашкаджае нам жыць і імкнуцца да таго, што сапраўднае. І таму дае Пан Jesús гэтую ўладу Петру, каб Пётр кіраваў касцёлам. Chyba кожен з нас має, принаймні, Святое Писання читали, чи новий заповідь, неважно, чи на русской мові, чи на білоруській, можна хтось на англійській, хтось може навіть на польській, але кожен з нас має Святое Писання у своєму житті. І відомо, що це Святое Писання, коли адекватно його читати, коли його просто читати не без тлумачення костюла, сказати, що там катурноти написано. Ну, що правда написано страшні речі. Наприклад, Бог звернеться до Авраама, іди зарез свого сина з ложових. И Авраам достає ножка произошло за Святое Писание. Чи ми так маємо вчитися этого? Но нет, брати і сестри, це нікого этому не йде. Тому є костюл, який тлумачить, в який спосіб ми маємо розуміти це Святое Писання. І ось у дочиненні до этого чоловіка, який колись задав питання, «Ксьонц, а скажи, где в Святом Писании написано, что нельзя, не знаю, с интернета стягивать, пиратство красть? Покажите все». Да, Петр и апостолы у початку стагоддя нашей эры уже имели компьютеры в корабле, там они натискали. Это лучше написали написать, что нельзя стягивать с компьютера. Это люди такие, которые пробуют шукать тлумачення своего життя. По Святым Писанию это не прописано. В який спосіб я його трактую, це Святое Писання? Чи я усправедливлююся на тлі Божого Писання? Ні. Але я його приймаю, це Слово Боже, яким воно є, тоді я тільки можу скористатися. А не в такий спосіб, який я собі його інтерпретую. Шукаю то, що мене відкине від костюла, то, що буде відкидати других людей від костюла. Як я сказав, пам'ятаєте, цікавісті, в Святому Писанні, які читають уривками такими. Юда ж пішов повісився, там далі, і ти йди подобне. Чи ні? Не треба так чинити. А люди, які так читають, виразають кавалки, спекують і говорять, глядиш, що написано в Святому Писанні. А ми сьогодні покликані там в першій черзі імкнуться і познавати сотравного Бога, яким я есть. Он хочет для нас дать избавление. Представьте себе, что несколько десятков годов тому назад в одной из местин за межою забили ксенза. Может, не знаешь, что он делал житё не такое, что разгашмат там говорил, правда якусь. Ну, забили життя. Ну, и там минуло несколько там, как ты днёв знайти, нашли этого человека. Оказалось, что это был молодой 18-летний человек, который жил амаль у сусідку з ксензом, і задали йому питання, чого він це учинив, чого він зарезав ксенза. А він сказав, ну, бо це ксенз жив задумно. Под сподом появились комментарии. Добро зробив! Зарезал человека. У маразму, у голове не местится, До чего свет доходит, Неважно, як он поступал, а ты не маешь права отобрать життя у когось, бо це життя не належить тобі. Це життя не належить для його. Бо моє життя – це не моє життя, це Боже життя. І коли Бог хоче, то він мене забере. Чи тепер, чи завтра, чи за 100 років. Це життя Бога. І ми про це маємо пам'ятати. І про це говорить сьогоднішнє, так само Святе Писання. Дам тобі ключі, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. А що розв'яжеш на землі, буде розв'язано у небі. Просим за это, братья и сестры, как мы в нашем житті имкнулись наши шатры христианства проглядать, их зашивать, коли треба. Как мы памятали, что мы маем свои якісь коли забиті, а они послужат нам, як кол, на яким завис Ісус Христос, троном для збавлення. Это самые наши справы. Иисус Христос скажет в другом месте, меня переследовали, и вас будут переследовать. И третье, как мы ключом своего життя отчиняли только на то, что доброе, и этим добром умели делиться один за одним, веровать на Бога, а и Славителя неба и земли, усяко важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога собрал
праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваду Чальца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який з'являється краєм початкової мети нашої віри, узнесем наші супольні просьби і молитви за святий костел, как я нагружал в сердцах людей веру и любовь, так само надею на встречу с Отцом у небе. Тебе просим. Выслухай нас, За детей, які в этом городе пойдуть в початковую школу, как и дальнейшее развитие было усебаковым и гармоничным. Тебе просим. Выслухай нас, За тех, кто переживает смерть одного со своих родных, как они не губляли надеи на встречу у Божьем владарстве. Тебе просим. Выслухай нас, За нас, удельников этой святой мши, как мы неспинно умацовывайся у веры, любови и надеи Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костола и ученика в нем, дякуючи Отец Матери Божией, вел всех Твоих детей до вечной айчины, праз Христа Пана нашего. Аминь. Просим, прими, хлеб и вино, наши дары, плен працы людских и плоды земли. Боже наш Отче, просим, прими, Боже наш Отче, просим, Боже наш Отче, просим, прими, все, что мы на Тебе маем в житии, нашу радость, красу и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, как мою и вашу, на преобухайте всемогутные. Нехай Пан Бог прийме офляту Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пanie nasz Boże, Twój Syn swoją jak wiarę na krzyże odkupił nas i uczynił swoim narodem. Prosim Ciebie, spaszli Twojego Kościoła na jedności i spokoju, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Błogosławi I z Ducha Twoim wolu serce. uznosim ich do Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna weta i sprawiedliwa. Za prawdę i godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zаўсёды i всюdy Tobie składali podzięku. Panie Święty Ojcze, Всемогутный Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, Bojąc litości do grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi, przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od śmierci wiecznej, a przez swoje zmrtwych powstanie dał nam wieczne życie. Temu z aniołami i archaniołami i wszystkimi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę razem z nimi, usklikając. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана.
всякой святости и тому едности с усім Костелом, у первый день тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освети я дары росою Духа Твоего, как я не ставится для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ломал, и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każuszy: «Берите и пейте с яко все, бо это есть кielich krwi mojej, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это czynicie na mою память». Это великая таямница веры. Обещая смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть и слезы повстания Твоего Сына, веруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете, удосконаля в любови разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які обоснули в надеи на воскрешение и про всех, кто власти Твоей, одешел с этого свету и дозволил уважить светло обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным князем Брониславом Маркевичем и всеми святыми, какие с веку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, вся ваша вона і хвала, празу Тебя и вечная. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе. Святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да вмажи нам милосердости Твоей, как мы были завсёды вольны от страху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и приистя звалца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, веки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана
Niechaj zаўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який яриш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який яриш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який яриш на себе, враги свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как ты прощен мне, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 24. Пане добрый Отец, будь прославленный повсюдным поселком, Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Теперь помножи нам Сыне Божия, как нельзя куда небо силы мили. Ты манестал вокругников холодных, для tych, что вечно быть собой хотели. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Его настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Моя дорог, земля вся наша будет, а хлеб коммуняй, ты, кто прагнет неба. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься память, коли мы сделали, что Ты загадал нам. Что ж без Тебя чинить мы можем вами? Вот и для нас жизнь все исповедание. Пане добрый Отец, будь прославленный повсюдным костелом. Бога
грешный, а сам застался хлебом у святыня. Для нас открыто сердце Твое вечно, Боя для Тебя, Божа, полюбил нас. Пане, добрый ответ, будь прославленный повсюдным костелом. Бога безнежно Ты полюбил нас, безнежно Ты полюбил нас. Молимся, милосердный Боже, просветлый евхаристичный посил, отверзи творение нашим душам, перемени над деянием Твоей ласки и да помаши нам, как мы за все были Тебе досподобны, раз Христа Пана нашего. Объявы душмастерские. Есть новий номер часописа Аве Марія, коли нас берете, читайте тут так само о фесті у Буцлаві і о других подіях, які у нас тут відбуваються. 24 жнивня у понеділок свято святого Варфоломея апостола, 26-го успомин Святейшей Панны Марии Częstochowskiej, 27-го успомин Святой Моники, а в пятницу успомин ее сына, святого Августина, бискупа и доктора Костела, а в субботу успомин мученичества святого Яна Крестителя. От недели 6 вересня у нашей каплицы будет отправляться святая имша дитячая. Так само в неделю 6 вересня на святых имшах будет отбываться благословление детей, молоди, наставников, выхователей, катехетов и школьных приладов, а подчас святой имши о 12 године будем молиться о их интенции. Занятки катехизации в нашей парафии распочнутся от 31 вересня. Розклад адорації Пана Єсуса у Найсвятейшем Сакраменті на этом тижні кожен день от 14 до 19, а проч суботи у суботу не буде. Дякую за охвярование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спево право литургичное прибирание каплицы. Помолимся за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за Александру Стефанию, ее батьков, их родственников на водохросту, за добродеев, охвяродавцев нашей парафии, а так само в новых добродеях будовництва санктуария Божьей милосердности и за нас, доручаючи кожного по особку опеки Маті Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не помрачай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите, что рождаетесь из своих каникул, вакаций, отпочинку. Нехай добрый милосердный вам благословляет. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у смахании, будь нам обороной, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов,
якія нас Богу дуšnою спасвіться. Амінь. 118. Дякуємо тобі, Боже, бо ти добрий. Дякуємо тобі, Пане. Алілуя. Дякуємо тобі, Ісус, за твою любов.